свидетельство самого, например, был такой исследователь Пфафф, конечно, его осетинский исследователь говорит, да, он там еврей, там вот на нас, наружность, он пишет, наружность, жест, говор у многих осетин напоминает евреев. Но еврей, видимо, евреев узнавал. Осетинские обряды погребения, жертвоприношения, это не только по внешнему виду. Жертвоприношения, как здороваются, как прощаются, какие дни празднуют. Празднуют ли субботний день? Да, празднуют. Все это говорит о сходстве с древнееврейскими. Он пишет. Кроме этого, по коренному осетинскому обычаю брат обязан жениться на вдове умершей. Это ливератный брак свойственен только, это учреждение только свойственное семитским народам. Там же можно выдумывать что угодно, придумывать. Другой историк свидетельствовал, осетины опасны у себя на родине, а на чужбине несколько... Это, вы думаете, кто это пишет? Еврей или ингуш? Нет, это пишет сам Осетин Мисиков. Осетин более опасен у себя на родине, на чужбине несколько трусоват. По отношению к врагам осетин мстителен, часто нападает из-за угла. В отношении к окружающим не отличается честностью. Эту характеристику дал сам Осетин. Вот теперь сравните отмеченные все эти описания внешности, характера с описанием Марцелина. Почти все аланы высоки, ростом, красивы, умеренно белокурыми волосами, страшный, сдержанный, с грозным взглядом своих очей. Никак не подходит. Никак. Вот эти проблемы национальной идентичности, они приводят осетинских ученых к поиску возможных предков осетинского народа, ну где угодно. Вот только единственная проблема, слишком много кандидатов в отцы. То скифы, то сарматы, то аланы, то монголы, то иранцы. Если мы говорим про Иран, например, иранские народы, вот мы все привыкли, да, Иран. Ну, представьте себе, в иранских языках нет даже обозначения для осетин. Такое может быть. Или, например, у осетин нет обозначения для иранских народов. О чем это я говорю? Вот у ингушей иранцев обозначают одним термином ажары, а персов обозначают ферси. Древнее ингушское обозначение персидского народа. Персидский народ, он более смешанный был с арабским. Это наполовину хуриты. Вот почему фонема фе у них произношение. Вот почему половина арабского языка это персидские слова, а половина персидского языка это арабизмы. А представьте себе, что у древних иранцев, вот словаря, вот возьмите словарь Васканяна, там не только сегодняшние, там древние названия германцев алеманы присутствуют. Там древнее название поляков ляхи, ляхистан. То есть еще 300, 400, 500 лет назад, которое у них присутствовало, 1000 лет. Но для осетин даже обозначения нет. Осетины и все, осетины. Так не бывает. А кавказские народы, они иранских языках обозначали тоже удивительно. Элити. Это Кавказ. Элити. Что такое элити? Элити, если на ингушский язык это рассмотреть, кровь господ. Ци это кровь, эли это господа. Конечно, слишком много отцов это закономерный процесс, как выбрать, что делать. Но не совсем неэтично, не совсем правомерно. Когда, может быть, они хотят выбрать там среди массы таких этих кандидатов в отцы, может, хотят выбрать себе родителей. Но правомерно ли, если, например, осетинские ученые находят бродячих родителей для истинных героев Кавказа, для нартов? Абаев на словах декларировал, что если национальная принадлежность ученого диктует ему научные позиции, то это уже не наука. А сам на каждом шагу умышленно нарушал свое заявление. Дегорский исследователь Борис Горданов справедливо отмечал, пытаясь доказать честь первородства от осетин в отношении нарского эпоса, Абаев и другие осетинские ученые, они избегают в своем исследовании параллелей и экскурсов в область фольклора, языка и быта ближайших соседей, народов Кавказа. Когда подобные сопоставления напрашиваются сами собой.
Автор упоминает о них вскользь, мимоходом, как о малоинтересном, не заслуживающем внимания. Зато охотно приводит подобного рода параллели в отношении римлян, греков, иранцев, монголов, чуть не полинезийцев, вдаваясь при этом в совершенно излишние подробности. Такие подробности могут быть отмечены в фольклоре, языке, культуре и тех народов, которые имеют самое близкое отношение к осетинам. Автор сознательно, вот Горданов что пишет, автор сознательно игнорирует в своем анализе эфетическую среду. Кавказские элементы в эпосе представляют научный особый интерес, как наименее изученные. А исследование в этой области может дать очень много ценного для понимания нарского эпоса. Правильно пишет, это не сегодня написано, это написано в 46, вот представьте, в 46 году в рецензию на работу Абаева «Нарты». В 46-м он сразу увидел эти ошибки и сказал, да вы что делаете? Вот исследователь пишет, Терек представляет естественную границу между ингушами и осетинами, двумя совершенно не похожими друг на друга народами. Но несмотря на это, что рядом живут, последние не сблизились друг с другом. Отсюда вытекает неумолимый вопрос или вывод. У грузин, перемешавшихся с осетинами в Южной Осетии, нет полноценного нардского эпоса у грузин. А у ингушей, не смешивавшихся с осетинами, наличествует древний нардский эпос. Это как может быть? Вот такие вопросы, они не позволяют никакие выводы делать, не позволяют ничего выдумывать, не позволяют. Вот все эти выдумки. Если игнорирование объяснить слабыми контактами, все равно приходится в противоречие существующий факт. У осетин до недавнего времени отсутствовали даже термины для обозначения Бога, человека, народа, лошади, жилища, храма, ангела. Многих элементарных слов, без которых ни один народ ни жить, ни существовать не может. Вот вы думаете, это выдумываю? У меня в выписке вот этот четырехтомник Абаева и сборник, двухтомник Таказова, самоучитель Остинска, я их всех перечеркал, я просто удивляюсь. Весь язык, вся культура, даже расстановка слов, правила написания речи, все ингушское, они выдумывают что-то. То к монголам относят, то непонятно куда. Удивительное. Вот эту создавшуюся ситуацию, традиционного игнорирования всего ингушского, древней культуры Кавказа, оно объясняется очень просто. Вот один московский ученый, он очень просто объяснил. Такие крайние взгляды, возникшие в Северной Осетии в отношении ингушей, легко объяснимы. По словам американского психоаналитика, если к ненависти примешивается чувство реальной вины, это ведет еще больше ненависти. Вот представьте, просто же сказал, да? В ингушском фольклоре вообще отсутствует название осетин, как таковых. В то время как другие все этносы, древние этносы упоминаются. Если бы осетины были древними обитателями нашей страны, вот этой кавказской старины страны, то как ближайшие соседи они должны были присутствовать в эпосе. И нагайцы там есть, кто угодно там есть. Этноним Ирон отсутствует даже в самом осетинском эпосе. Вот слово Ирон отсутствует. Но это разве это не удивительно? Самого слова Ирон нету. Это тоже свидетельствует о том, что осетинский нардский эпос заимствован пришлыми народами через кавказский субстрат. Вот это Мерснах Газиков отметил, он правильно отмечает. Это говорит еще о недавнем возрасте осетинского народа. Это вот эти факты отсутствия в иранских языках термина для обозначения осетин, при наличии терминов для обозначения других древних народов, это говорит о маленьком возрасте. Вот сегодня каждый народ сидит и фантазирует. Вот у нас в соответствии с нашими древними законами, в соответствии с там... Надо сперва древним народом быть. Они самый древний народ Кавказа, ингушей. Все считают то заблудившимся Тукумом, то еще каким обозначением. Хотя сами в своих преданиях имеют обозначение, что они от ингушей произошли. Да. Вот эти выводы, вот эти записи мои, выборки, они не с пустого места родились. Это говорит о том, что наш народ себе может помочь сам.
Он должен свою историю изучать, он должен свой язык изучать. Оставить вот эти выдуманные все диагнозы, вердикты ученых, которые до конца-то не разобрались в собственном языке. И работать, 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 работать. Дал эту большин. Спасибо вам за внимание.